Вуктыльский мемориал воинам-интернационалистам всегда украшен цветами. Свежие алые гвоздики возлагают здесь почти ежедневно. 9 выгравированных имен, 9 молодых солдат. Каждый житель Вуктыльского района. Тогда в 80-е после школы их ждала армия, затем война. Некоторым, как Геннадию Кравченко, до возвращения домой оставалось всего несколько месяцев. Однако в родной Вуктыл 20-летний юноша так и не вернулся. Героически погиб, пожертвовал собой, подавив 5 огневых точек. Геннадий Кравченко погиб трагически, погиб героически. Сегодня школа, в которой он учился, названа в честь Геннадия Кравченко. Это единственное учреждение Коми, которому присвоено имя воина-интернационалиста. Военной истории посвящена и внеурочная деятельность. Небольшой музей – центр патриотического воспитания. Здесь реальная форма солдат, написанные ими письма, остатки боевого обмундирования и стена памяти, имена вуктыльских героев, погибших в бою. Часть экспонатов со времен Великой Отечественной. И это не только боевые снаряды, но и земля. Сталинградская. Та самая, что топтали советские войны во время битвы. Спасибо Центру патриотического воспитания, музею, потому что та работа, которая проводится сегодня, мы ее видим, она не будет закончена, она будет продолжена. И каждый первоклассник, приходя в эту школу, будет знать, в какой школе он учится и чье имя носит эта школа. Об афганской войне в форме личной исповеди рассказывает книга коми-общественницы «Надо жить». Ее автор Галина Кравченко, мать того самого погибшего героя Геннадия Кравченко. Сегодня по ее инициативе на республиканском уровне рассматривается вопрос о создании ассоциации именных школ. Цель – усиление работы по присваиванию образовательным учреждениям имен погибших коми-солдат. На сегодняшний день необходимо сегодня вернуться и переформатировать работу так, чтобы имя, которое присвоено там, ветерана, героя труда, героя Великой Отечественной войны, воина-интернационалиста, неважно, но чтобы это имя работало на воспитание подрастающего поколения. Поэтому сейчас ведется работа по созданию этой ассоциации, и я думаю, что она будет создана в ближайшее время. Особое внимание вуктыльские активисты уделяют и ветеранам Великой Отечественной войны. В городском округе их осталось чуть более 60. Одна из них – Смирнова Мария Никаноровна, труженица тыла. В годы войны работала в колхозе и на лесоповале в Удмуртской республике. В 90-е годы с детьми перебралась в Коми. С улыбкой на лице признается – никогда не думала, что в старости внимания к ней будет так много. В преддверии 75-летия Победы Надежда Дорофеева надевает на грудь бывшей труженицы тыла юбилейную медаль. Еще один подарок для души – палки для скандинавской ходьбы. О них Мария Никаноровна мечтала уже давно. Активная прогулка для 92-летней женщины – одна из главных радостей жизни. Мария Никаноровна, ваша мечта сбылась. Я вам купила эти палки. Ой, слава Богу, слава Богу, слава Богу, не забывает нашего брата. Как мы жили, я никогда не думала, что я так буду жить. Никогда, да? Никогда. Ведь на гольной траве я выросла. Помощь ветеранам уже 5-й год подряд оказывают и местные газовые компании. Ежегодно сотрудниками собирается от 1 000 000 рублей и больше. Деньги идут преимущественно на ремонт в квартирах ветеранов и закупку необходимой мебели. Это ремонты, это приобретение бытовой техники, это заготовка дров, это проходит ежегодно. Я знаю, что эти предприятия даже более 1 000 000 в год собирают, это тратится вот на эти нужды. Ну, в данном случае мы сегодня находимся в семье у Смирновой Марины Никаноровны. Да, вот я уже несколько лет бываю у нее накануне Дня Победы, да, когда вот, ей уже привезено очень много. То есть ей приведен и телевизор, и вот она только сейчас сказала, потому что так не взяла. Ей привели и диван, и микроволновую печь, и у нее и стол. Работа Вуктыла по развитию патриотического воспитания оценивается властями как одна из лучших в республике. Надежда Дорофеева предлагает эту деятельность усилить. Мною было предложено организовать и установить парту героя. В школе установить парту, которая будет местом, за которую будут располагаться, наиболее отличившиеся ученики. Это либо учеба, либо общественная деятельность, либо спортивная деятельность, либо еще какие-то другие достижения.
2020 объявлен Владимиром Путиным годом памяти и славы. И родина газовиков, по мнению Надежды Дорофеевой, яркий пример того, как население России должно исполнять одно из главных наставлений президента – хранить реальную правду о военной истории, не давая ни малейшего шанса на ее фальсификацию. Евгения Кладкевич, Павел Люлян, Мин, телеканал Юрган, Вуктыльский район.